Вот если говорить про Чечню, есть ощущение из Москвы, и оно абсолютно субъективное, потому что все-таки из Москвы, что Чечня особенный регион, и в ней как бы больше позволено ей, у нее как бы некий особый статус после войны. Как к этому относятся соседи? Нет ли ощущения, что это каким-то образом развращает? Почему в Чечне можно многое, чего невозможно, например, в сопредельных республиках? Ну, знаете, можно по-разному подходить, в том числе, если спросить там другие регионы России, они говорят не то, что про Чечню, но и про Кавказ тоже. Вот им особо привилегий, им больше можно, почему нам нельзя, тоже такие есть слова, не только про Чечню. Ну, это тех регионов, где не отличают кавказские регионы друг от друга. Здесь по-разному можно подходить. Ну, во-первых, а что завидят в Чечне? Если там две военные компании, и что там было, все знают. Это, никто не отрицает, что там должна была быть другая программа совершенно. То же самое, когда мы утвердили у президента, у председателя правительства программу по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, тоже многие говорили, потому что Северо-Кавказские республики, наши соседи говорили, а почему Ингушетия, а почему не нам? И я тоже всем доказывал, показывал, что мы где-то на 80% отстаем от других регионов, потому что северо-кавказских, по всем направлениям, по образованию, по объектам социальным. И это особый подход был. Если бы не ввели вот именно федеральную целевую программу для республики отдельно, чтобы поднять ее, мы бы не справились с задачей. Такие же программы были введены и в отношении Чечни, чтобы поднять из руин то, что там было. Поэтому ощущение у людей, наверное, скорее всего, есть. И думают, что почему так. Но это рабочие моменты. Для меня это совершенно очевидно. Я считаю, что правильные подходы были сделаны, поэтому сегодня Чечня мирная республика, развивающаяся так же, как и другие регионы. Но потом обратите, даже по субсидиям, которые выделяются для Чечни в том числе, они не отличаются в корне от наших, там, по количеству населения, по территориальности. Они одинаково выровнены во всех регионах. Что у нас, что в Чеченской республике, что в Северо-Кавказской республике, в целом в стране. Поэтому я не думаю, что сегодня есть особый подход. Сегодня одинаково, тем более сейчас все выравнивают национальные проекты. Здесь все уже выстроено. Даже если мы говорим по корпорации развития Северного Кавказа, несмотря территории больше или меньше, мы договорились так, что каждый регион получает по 500 миллионов рублей в год для того, чтобы строить промышленные предприятия. И мы, вот Дагестан мог бы претендовать на большее, потому что там территории больше, народу больше. Но договорились так, что все получают по 500 миллионов, и их осваивают. И мы успешно их осваиваем, никто друг на друга не обижается. И в рамках нацпроектов у кого-то больше с учетом количества населения, необходимости строительства объектов, территориальность, у кого-то меньше, но они соизмеримы с общими задачами, которые стоят. И никто друг на друга не обижается, не говорит, почему там больше или меньше. И вот эти нацпроекты сейчас все равно это все выравнивает для всех. И все будет зависеть от того, как мы успешно будем осваивать проекты эти, и как мы их эффективно запустим в дело, чтобы вложенный рубль отвечал требованиям, чтобы он был израсходован эффективно. Есть ощущение, что сейчас Москва целенаправленно занимается некой декриминализацией, очисткой эшелонов власти на Северном Кавказе, в том числе, в первую очередь, в Дагестане. Хотел бы вас спросить, как вы относитесь вообще к тому, как это происходит? Есть ощущение, что вот внешние люди, которые пришли в руководство Кавказских республик, они не встроены внутрь этой жизни, они не учитывают какие-то исторические особенности, например, отношения кланов, которые являются исторической структурой жизни на Северном Кавказе. Ну, мне кажется, что, не кажется, убежден, что вот эти клановость, там, тейповость, там, еще родственность, она надуманные вещи эти. Не меньше, не больше, чем в других регионах, а даже иногда и меньше коррупции на Кавказе, в том числе. И выделять Северный Кавказ, мы просто понимаем, что сейчас были мероприятия по Рашуковым, и старшему, и младшему, и думают, что это весь Кавказ. Вот сейчас буквально в соцсетях прошло, там задержали бывшего вице-премьера Ингушетии Павла Пушина. Да, он у меня работал. Хороший парень, неплохой парень. И, по крайней мере, тогда не был замешан в каких-то делах. Но при этом, после того, как он у меня отработал, он поработал и в Крыму, он поработал в федеральных министерствах, он в 8 ведомствах поработал, но сегодня все равно говорят, бывший вице-премьер Ингушетии. Потому что так все нацелено, так же вот Кавказ и все.
никакого нет предвзятого отношения. И, поверьте, мы, главы регионов, очень часто обращаемся в органы правопорядка по тем или иным направлениям. Я завтра тоже буду после обеда проводить совещание по ряду объектов, которые только что ревизия провела. Мне сегодня позвонили и сказали, что делать. Готовить документы в прокуратуру. Почему? Потому что есть ряд вопросов, связанных с хищением. Поэтому здесь я бы не делал упор на клановость, типовость. Есть должностные обязанности людей, и это одно. Второе, я как глава региона в рамках Координационного совета отвечаю за борьбу с коррупцией, в том числе в рамках тех институтов, которые созданы, управление по противодействию коррупции там, и так далее. Но основную роль в этом играет прокуратура, МВД, Федеральная служба безопасности, части касаются, Следственный комитет. Это все федеральные, не подчиненные мне структуры, это федеральные структуры. Поэтому здесь, как бы я не хотел, они не клановые, они федеральные структуры, они выполняют свои задачи. Если я даже не представляю попросить там кого-то из них, руководителей, вы здесь дело возбуждаете, а здесь не возбуждаете. Я даже не представляю, как это может произойти. Да? Потому что этого нет. Поэтому все работают в рамках вот тех задач, которые перед нами стоят. И мы очень часто и много обращаемся, в том числе в органы правопорядка. Где-то подтверждается информация, где-то она от лукавого по-разному проходит. Где-то мы доводим до судов, где-то суды оправдывают. То есть рабочие моменты, которые там присутствуют во всем мире, не только у нас. А вот когда арестовали Рауфа и Рауля Рашуковых, вас это поразило? Вы были знакомы с ними? Я, может, несколько раз там общался с одним, со вторым, там, так сказать, что я знаком был, там, конечно, не было, но дружеских отношений не было. Общался, не более того. В республике у них интересов не было. Как сейчас модно говорить, их ставленников тоже в республике не было. У нас нигде дороги не пересекались в этом плане. Вот говорят, что и под главой КЧ Рашидом Тимрезовым сейчас как-то шатается кресло. Знакомы ли вы с ним? Что можете про него сказать? Слушайте, я с первого дня слышу, что я когда пришел уже следующий президент, должность назывался президент Ингушетии, мне буквально через полгода там на одном исходе пожилой человек сказал: вы говорите, что вы уходите, что вас уже снимают. Вот я это слышу, но что значит кресло зашаталось? Оно же не для того, чтобы оно шаталось под кем-то. Насколько я знаю, и лично знаком, и дружу, в хороших, добрых отношениях с Рашидом Борисовичем. Он грамотный, хороший управленец. Надо смотреть на то, что происходит в регионах. Что было, что стало. Ведь мы же тоже видим сегодня критику на того или иного министра. Я всегда, прежде чем принимать решение, все-таки смотрю, что было до этого министра, а что стало. С учетом возможностей, ресурсов, работоспособности. Так и здесь. Посмотрите, сколько... Потому что в той же Карачаево-Черкесии сделан за период работы Рашида Борисовича. Он пришел туда совершенно молодым парнем. И сейчас он опыта набрался. Придет его время, придет мое время. И как судьба определить. Тут уже верить слухам, что зашаталось, значит, себе дороже. На это отвлекаться я лишь не отвлекаюсь. Я уверен, что Рашид Борисович на это не отвлекается. Тем более я знаю сам, что когда я узнал, что я должен был стать президентом Республики Ингушетия, для меня это была просто новость такая, которая там, я даже мне вчера сказали бы, я бы не поверил никогда про такие вещи, да? Но оно состоялось. Поэтому почему для меня должно быть сюрпризом, когда мне скажут, что ты хватит уже работать, пора идти домой. Тоже для меня не должно быть сюрпризом. Практика. Вы упомянули тему депортации, которая, на самом деле, по-прежнему довольно болезненная. Вот для ваших соседей в Чечне она болезненная точно. Мы помним, что уголовный срок получил правозащитник Руслан Кутаев, связанный с организацией памятной конференции. Официально день депортации в Чечне, вот, например, не отмечают. А как происходит в Ингушетии сейчас? Вот я уже не раз говорил, когда общаюсь с вашим телеканалом, не делать аналогии со мной или с Чеченской Республикой, потому что там есть свое руководство, они сами принимают решения. И поэтому я бы уходил от темы там, Чеченской Республики. Просто говорим о Ингушетии. Как в Ингушетии? Про Ингушетию, да. Вот что про Ингушетию? Мы изучали эту тему, анализировали, смотрели. И сегодня есть недовольны этим вопросом. Но в своем большинстве, я вижу, это больше те, которые находятся в оппозиции к власти. Если они придут завтра к власти, они с таким же удовольствием будут отмечать 23 числа День защитника Отечества.
просто люди, которые хотят каким-то образом себя заявить, у них есть 2-3 такие болевые точки, которые постоянно они дергают. Это пригородный район, взаимоотношения Северной Осетии. Это граница с Чечней была тоже тема. Это вот 23 число. Это пригородный вот, конфликт 29-30 октября. То есть вот эти болевые точки, они всегда дергают. Потому что на фоне них можно себя каким-то образом заявить. Мы долго думали, я с молодежью совещался, смотрел. Сам тоже не могу так сказать, вот отменяю или не отменяю, да, 23-й. Почему? Потому что даже когда я своих родных братьев, там, племянников спрашиваю, там, как вы думаете? Значит, я понимаю, что никто не имеет права отменить 23 февраля как день такой трагедии. Но при этом они же соглашаются, что 23 февраля отменить как день защиты Отечества тоже невозможно. Поэтому мы сделали очень хороший, мощный мемориал памяти и славы. Если будет время, можно было бы там запросить, и чтобы в этой хронике могли показать его, да, вот как мемориал памяти и славы. Да, раньше, там, когда мы его начинали, там стояла только одна башня. Это было такое, именно связано с депортацией народа. Эта башня там в честь была поставлена. Но мы его расширили. И на этом мемориале памяти и славы мы героику всего нашего народа, начиная с русско-турецкой, русско-японской, Первой мировой, там, гражданской, финская война, там, Великая Отечественная война, там, афганское событие, Чернобыль. То есть тысячи фамилий погибших. То есть мы показали на этом мемориале там, и памяти, и славы нашу историю. И великую историю, как славы, и трагические истории. И, конечно, ключевую роль там все равно играет вот этот памятник именно памяти депортации нашего народа, потому что это главная трагическая страница нашей страны, нашего народа. И к 70-летию Победы мы установили, в том числе паровоз, вагон, там мощный такой монумент, который тоже, опять же, подчеркивает, что мы не забыли этот день и не забудем. Сейчас, к 75-летию депортации, 23 числа, мы восстанавливаем там памятник в виде машины, Победа такая машина была. Это связано с одним человеком, это или образ, или говорят, что конкретно был человек. Но легенда по этому поводу идет, что он 67 рейсов сделал, чтобы людей оттуда вывозить. Просто на этой машине ездил и в конечном итоге заснул и не проснулся. То есть он через себя это все пропускал. То есть мы вот это все выкручиваем. И сегодня мой посыл такой, и для себя, и для всех других. С пониманием того, что у меня по всей стране люди служат в армии, тысячи ингушей наших, там, уроженцев Ингушетии. Тысячи студентов учатся в вузах. Они должны 23 числа подарки или там поздравления от девчонок получать, и 8 марта поздравлять сами. То есть, как, чтобы там не было перебоя. И поэтому вот здесь я всегда говорю так, мы идем на 20... И вот сейчас, 23 будет не исключение. Мы идем на мемориал памяти и славы. И там вместе с священнослужителями проводим митинг, винормете, все чествуем в том числе защитников Отечества, потому что мы там находимся, все они наши родные, вот они. И читаем молитву и в честь вот этих, которые погибли на фронтах Великой Отечественной, других войн, защитников Отечества. Читаем молитву в честь тех, которые пострадали, умерли в ссылке, по дороге в ссылку. То есть поминаем всех подряд. Концертное мероприятие к честь Дня защиты Отечества мы проводим 21 числа. Мы всегда проводим в преддверии. Но они уж точно не 23 числа. И оно не мешает для молодежи, для людей, именно в том числе, особенно молодежи, в свете духа вот этого чувства преданности, патриотизма, любви к родине. Почему? Потому что мы не должны жить именно одной депортацией. Может, точно забывать мы не собираемся, и в этот день мы вот таким вот образом отмечаем и одно, и другое. Мне кажется, что это самое такое хорошее направление, и оно еще больше сближает людей. Мой последний вопрос по-человечески. Вы уже давно стоите во главе Ингушетии. Ингушетия не очень простой регион. Что труднее всего вам давалось за все эти годы руководства целой фактически республикой большой? Был ли момент, вот последний момент, связанный с массовыми акциями и границей с Чечней, самым тяжелым за это время для вас? Нет, каждый период по-своему тяжелый. Когда мне, я не буду называть один из регионов, там глава региона сказал в 2010 году, что у него там какие-то митинги прошли, люди там 2 часа постояли, что-то было, и он так очень огорчался. Я ему говорил тогда, как на карму. Я говорю, слушай, я хоть
пусть месяцами стоят, митингуют. Лишь бы не взрывали, не убивали, лишь бы не было траура. То есть все соизмеряется сегодняшним днем. Потому что вчерашний уже вчерашний. Конечно, в тот период самое тяжелое было видеть вот эти все, ездить в гости, на поминки, на похороны, и понимать, что ты виноват, и ты стоишь перед отцом, перед матерью, перед людьми, и они из уважения к тебе, на тебя не кидаются, тебя не ругают, с тебя не требуют защитить детей. Они соглашаются, они там говорят спасибо, что пришли хотя бы. Вот это тяжелее всего было тогда. Это все, слава Всевышнему, все ушло. И спасибо здесь всем, вечная память тем, кто погиб на этом пути, нашим ребятам. Это все ушло. Потом начинается вот это социально-экономическое направление. Конечно, осваивание бюджета тяжело. Сегодня я считаю, что самое тяжелое, вот сейчас если так соизмерять за 10 лет, конечно, это все-таки договариваться с людьми. Очень не тяжело то, что Люди изменились. Почему а тяжело? вот убедить людей, что это нужно для сегодня, не для сегодняшнего дня, это нужно на 10, на 20, на 30, на 40. Вот это правильные слова найти, чтобы убедить людей. Вот это сложнее всего. Потому что люди у нас понимающие, их надо просто найти те слова, как убедить. Поверьте, были, когда мы строили даже вот тот же дворец спорта, более 1000 людей выходили. Людей, которые говорили, что вот здесь жили наши предки, на этой земле строить не будем. Да, вот, к примеру. И вроде сперва у тебя агрессия такая, земля государственная, там хочется что-то такое сказать. А когда вот со стариками отдельно поговоришь, с молодежью отдельно поговоришь, все понимают. И все довольно уходят домой, и ты начинаешь строить. А с другой стороны думаешь, а что я должен с ними церемониться? Я должен построить школу, садик. Это происходит почти каждый день, но при этом вот найти вот эти слова, чтобы сказать, убедить. И ты потом чувствуешь себя так уже более комфортнее. Почему? Потому что с людьми не ругался, и просто методом убеждения доказал им, что это в первую очередь нужно им, их детям, их внукам, правнукам. Ну, это все наши. То есть вот это сложнее всего, но потом уже от этого ты получаешь больше удовольствия. Вот Юнусбек Евкуров был военным, а стал психотерапевтом целой страны. Это был глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, который сегодня был на послании президента к Федеральному собранию, рассказал о своих ощущениях и от обращения президента, и от того, что сейчас происходит и в его регионе, и во всей нашей стране. Спасибо большое. Спасибо большое. Задержали вас, совсем на немножко. Ничего страшного. Просто действительно такой человеческий, хороший финал. Спасибо. Спасибо.